грешат. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не грошом. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Унылая провинция, серые дома. Система так устроена, чтобы ломать. Слышишь, это губернатор, попильным вариант. Тут вариант один на всех казенные лагеря. Моя убитая провинция, темный подъезд. Унылая тоска взяла надежду поверец. Нам бессмысленно ждать волшебной манны с небес. За лучшей жизнью лезем на крест. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не гроша. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не гроша. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Мы проклятые дети, мы боимся суда. Ответьте небеса, зачем мы были посланы сюда. Живет словно султан, охуевший вертуха. Пойми, нас запрягают, чтобы на нас пахать. Но честно заработать, умоляю, не смеши. Они лезут наверх, только чтобы нас жить. Нас гонят по этапу эти лживые вожди. Так что, начальник, не учи нас жить. Эх, хорошо-то как, солнышко. И на душе хорошо становится. Когда пасмурно и настроение хреновое. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не гроша. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не гроша. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не гроша. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах за себя и за район. Парень золотой, но за душой не гроша. Знаешь, что начальник, только святые не грешат. Ну что, друзья, доехали мы до Тюмени. Вот такие тут новые новостроечки. Через 300 метров держитесь левее. И справа, и слева едем по объездной. Двигаем на Екатеринбург. Держитесь левее. Солнышко у нас уже садится. Время у нас Через 1 километр 500 метров держитесь плюс левее. 2 по Москве. В Москве 14:00. Ну, без 15. 2. Значит, без 15. 4 здесь у нас. Но уже, видите, да, солнышко? Опускается, опускается. Метрополис. Или Метрополис. Мультик насмотрелись-то. Название просто придумали. Что у нас тут еще? Двигаем прямо. Да, вон, видать, тут застраиваются еще. Вагончики строители Через стоят. 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. Расстраиваются микрорайончики. Да и рождаемость падает. По статистике люди погибают, больше умирают. Для кого же люди строят, это непонятно. И людям их не хватает, и не хватает жилья. Гонщики, тоже гонщики имеются. Вот обделяют грузовые машины. Грузовым запрещено разворачиваться. Почему? Грузовик так же легко бы тут развернулся бы. Без
дальнобойщик. И всех водителей, управляющих грузовиками, не только дальнобойщиков. Сань, поехали? Поехали. В лес за орехами. А докопал, что ли, чего? Внимание, весовой контроль. Красавчик, закрыл Платон. Все, помчали дальше. Пропустим коллегу, это уже давно едет тоже. Орда стоит, моется, стекла моет, фары моет. Но видите, интернета вообще нету. Навигатор показывает квадратики. Зато удобно видеть, когда появляется интернет, раз, карта, раз, загрузилась быстренько. Можно там что-то узнать. СМС-ки, что-то приел, там что-то не пришло тебе. По телефону мы не разговариваем. У нас есть вот такая вот Жабра фирма. Очень хорошая. Bluetooth наушник. Габарит он летит. Камера. Ограничение 90. Ну, видите, камера загружается, карта. Желтая Kia.
знаете, люблю использовать навигацию именно в спутниковом режиме карты, потому что видно местность. Также удобно посмотреть адрес, посмотреть, где какие заезды, какие заборчики, какие проезды, там шлагбаум, не шлагбаум. А то на схемовых картах практически ничего не видно. Стоит здание, номер здания, что откуда, какие подъезды, ничего не видно. А на спутниковой карте хоть как-то что-то можно посмотреть, где машины стоят, там где-то фуры стоят в ряд, где-то еще что-то, стояночка, видно уже, что вот. Так стоят машины, значит здесь вот увеличиваешь, там проходной пункт такой-то, еще что-то. Так как в городе интернет нормальный, поэтому используем спутниковые карты. В навигаторе у меня стоит Яндекс навигатор. На телефоне у меня стоит 2GIS, чтобы были разные навигаторы и по-разному показывали дороги, что-то можно было поставить. И здесь у меня настроен в телефоне на грузовой маршрут. Более-менее правильно показывает по объездам, по проездам, где запрещено, где нужно объезжать, где знаки. Даже мы с коллегой, когда вдвоем еще работали, двигались через город, и Яндекс вел прямо с обычным навигатором, с обычным, не с грузовой. Здесь стоял грузовой и вел почему-то в объезд, там, через много улиц, дальше, намного, а выгрузка буквально 5 километров была. Что такое, куда он нас ведет, что он коллега Транслайн, правильный шаг в развитии вашего бизнеса. И вот, что он ведет, что такое, все вроде нормально, ни знаков, ничего нет, запрещено туда-сюда. И потом едем, хоп, а тут высота 3,50 и железнодорожный мостик. Хорошо, что там было не 3,50, видать, чуть больше. И по 2 полосы в одну сторону. Прям протиснулись буквально 5 сантиметров. Так бы пришлось сдавать назад, разворачиваться. Ничего, протиснулись. Я вылазил в окошко. А напарник потихоньку двигался, я ему говорил: проходим, не проходим. Все, прошли нормально. Так что верить грузовой навигации надо. Не просто так она вас ведет. В некоторых местах, конечно, да, она, ведет. Это кошмар просто, Можно ехать по трассе прямо, и она у вас заехать в деревню. Проезжаешь, какая-нибудь сквозная деревня, и заводят вас куда-нибудь. Вы верните направо, через всю деревню, проехайте по всем достопримечательностям, как говорится, и вернитесь обратно на трассу. Таких много случаев было, что
2ГИС, да, вот так вот на грузовых маршрутах, именно по трассе просто прямая дорога, и она он просто уводит в сторону и все. Перед тем, как куда-то двигаться, сначала я просматриваю карту, проезды, где он там. Иногда вам можно самому даже подкорректировать, просто проехать как надо, как нужно вам. А он уже сам подстроится, особенно по городу. Увеличить карту, посмотреть, как лучше проехать, чтобы не по дворам там вас провел, чтобы быстрее через дворы, лучше 2 минуты, там 5 минут в пробке простоять перед светофором, чем он свернет вам там на 200 метров раньше и поведет там, блядь, по всяким дворам, а на грузовике, сами понимаете, да, что это не ахти. Коллегу пропустить. Что-то заболтался. Медленнее нас, там только красно-белые ездят. Ну, мы, в принципе, не огорчаемся. 80, значит едем 80. Как работодатель сказал, ездить так и ездим. Ну, на улице холодает, минус 13 уже. Вчера вообще было 0, минус 2. Да, вообще шикардос. Солнышко, блин, так пригревало хорошо, как будто весна в Новосибирске была. Чё? Скоро уже 15 число, а это значит, что уже половина зимы пройдет. Так что осталось у нас тут 10 дней. 10 деньков потерпим. И все. И будет у нас пол зимы пройдено. Уже нужно будет готовиться к лету. А глазом не успеете моргнуть, как все пролетит. Там уже и конец месяца, и коротенький февраль, опять же праздники, 23 февраля, 8 марта, ну, машинка работает. Олег остановили. Облачка у нас тут тучки какие-то непонятные. Но вроде все должно быть лайтово. Проскочить должны. По крайней мере, да. Да. Примерно до Екатеринбурга. Все должно быть нормально. Дальше погода, ой, показывает все время не точно. Да и циклоны не показывают на сутки всего движение циклона. На стоянке Горизонт 2. Телефон. Реклама проснулась. 913. Плюс топливо назад, правда, ребята, сдает там? Нет, никто не сдает. Всем самим нужна. Что тут, а? Что нам логин скинул? Интересуется, какой режим
режим у нас. Вроде ТТН скидываю фото документов. Все написано было там. Я читал. Режим минус 22. Какой вкус-то плохой. Не посыпанный. Потом вам режет раз в конце и поворот. Куда? Камера понастояли тут. Светофор лучше. Ой, блин. Не светофор, да. Замер скорости. Вот трактор чистит, носится дорогу. Это свой частный. Он зато камеру уже не спит, уже поставил. И туда, и сюда. Ой, блин. Вот люди, а. Нет людям помогать, они еще, блядь, и камеры эти сторожат, блин. Кошмар просто, блин. Пермь. 136 километров Пермь. Поверните налево. Поворачиваем налево. Прямо 127 километров. Все, блядь, посадил, блядь. Да вот ты чучело, блядь, да, мяучело, блядь. Вылез, разогнаться не дал, блядь. Сам сел, всех посадил вообще. Не стал я потихоньку его обгонять, ну, чтобы Вольву не посадить. Пускай едет. Главное не волноваться за рулем. Ну, выехал. Ну, пускай будет на его совести. Посадил, не посадил, пускай едет. Не поднимайте себе давление. Будьте спокойнее и вежливее. Он так сделал, и вы так не делаете. Я он сам лучше сяду, бля, чем человека сажу. Пускай едет быстрее, если он пускай обгоняет обоих. Я сам сейчас буду тут обгонять еле-еле, и он еще будет ползти за тобой.